Санкционные ограничения продолжают влиять на лесопромышленный кластер. Многие регионы своевременно внедрили антикризисный план, взяли на себя поддержку предприятий, чтобы бизнес продолжил работу и сохранил рабочие места. А значит, успешно продолжил платить налоги в бюджет. Как это сделало правительство Коми? А, к примеру, в Карелии после ввода санкций часть предприятий просто встала. Как продолжить переформатирование лесопромышленного комплекса? Об этом говорили депутаты Северо-Западной парламентской ассоциации на встрече с руководством крупнейшей в Коми лесоперерабатывающей компании. Парламентарии посетили цеха «Лузалес» в местечке Чевью. Масштабы производства и темпы модернизации многих гостей удивили. Татьяна Супряткина подробнее. Треть регионов Северо-Западной парламентской ассоциации – это лесные территории. Лесопромышленный сектор составляет основу экономики, а потому введенные санкции сильно ударили по бюджету. К примеру, в Карелии рентабельность предприятий в первый год ограничений спала до критического уровня. Продукция лесоперерабатывающих компаний была ориентирована только на экспорт. С потерей европейских рынков сбыта бюджет региона лишился практически трети доходов. На начальном этапе введения санкций мы, безусловно, испытывали достаточно серьезные проблемы, потому что рынок, особенно пиломатериалов, то, что связано с лесопереработкой, он, конечно, был ориентирован на европейский рынок, но поскольку у Карелии самая протяженная граница с Евросоюзом, с Финляндией, это почти 800 километров, то, естественно, вот эти торгово-экономические связи были очень плотные. Вот. Первое время было, конечно, очень непросто, потому что логистический путь самый простой, самый короткий был, буквально там измерялся в десятках километрах, а некоторые предприятия находились и ближе к границе. А еще возникли проблемы с поставкой импортного оборудования и запчастей, пока российское импортозамещение не справляется с объемом заказов. На Лузалес эту проблему решили самостоятельно, обучили специалистов в рамках профессиональной переподготовки. И теперь мастера-токари успешно справляются с иностранной техникой. Кроме этого, компания стала участником федерального проекта «Профессионалитет». Его запустили в республике в сентябре этого года. Будут готовить кадры на базе лесопромышленного техникума. Обучение проходит на новейшем оборудовании. По окончании курсов предприятия получат высококлассных специалистов. Конечно, санкционные ограничения здесь тоже ощутили. В феврале 2022 года предприятие завершило инвестпроект. Ввели в эксплуатацию пеллетное производство с мощностью 180 тысяч тонн продукции в год. Но рынок сбыта практически сразу просел. В регионе, если смотреть, объем очень небольшом. Из 180 тысяч тонн это составляет 10-12%. Это все планировалось не за один месяц и не за один день, то есть это год-два, то есть это работы проводились, подписание контрактов, монтаж. То есть вот этот разброс произошел, что мы как раз зимой 2022 года закончили монтаж этого производства. И в это время, да, то есть, соответственно, моменты, которые сегодня происходят. В следующем году республика планирует перевести на биотопливо 25 котельных региона. По предварительным подсчетам, на их эксплуатацию потребуется до 35 тысяч тонн пеллета в год. А это значит, производственные темпы сохранятся, а с переходом на биотопливо снизится негативная нагрузка на окружающую среду. К слову, предприятие в скором времени планирует перейти на полностью безотходное производство. В разработке и еще один инвестпроект по биоэнергетике. Помимо выработки тепловой энергии, утилизации полностью всех отходов деревообработки, то есть коры, опилок, непосредственно еще установлена турбина, которая будет производить электроэнергию в том числе. То есть потом полный спектр переработки древесины и утилизации всех отходов здесь превращением в тепло, в электричество и производство продуктов. Предприятие сможет полностью обеспечивать себя теплоэнергией, но в будущем, возможно, ресурсов будет хватать и на близлежащий поселок. Татьяна Супряткина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.